О главных событиях дня в информационном выпуске Амшик Шара. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. В случае незаконных прописок в республике сообщение Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления уголовного розыска МВД и ответного заявления ведомства по данному вопросу и ряд других вопросов обсудил президент Рауль Хаджимба на совещании с руководителями силовых структур. Подробности у Ренаты Шакая. Генеральный прокурор Республики Абхазия Зураб Ачба рассказал президенту Раулю Хаджимба о проведенной прокурорской проверке по факту незаконного осуществления прописки граждан на территории республики. При всех администрациях созданы комиссии по прописке, которые возглавляют главы администрации. Фактически эти комиссии не работают. Ни одна из комиссий не работает. Осуществляют паспортные столы, осуществляют прописки и выписки внутри районов и городов без решения этих комиссий. Комиссии созданы формально, они не отвечают тем требованиям, которые должны соответствовать их положению. Это самое главное, то, что нами выявлено. Сегодня нам даны письменные поручения всем главам администрации для того, чтобы эти комиссии соответствовали своему требованию и назначению, чтобы работали в соответствии с предъявленными требованиями, в соответствии с законом. Такое поручение имеется, работа еще продолжается, потому что, как вы знаете, мы эту работу провели после выборов, чтобы во время выборов не было лишнего ажиотажа в этом направлении, и практически на стадии завершения. Президент Рауль Хаджимба отметил, что нарушения наблюдались и в предыдущие годы. По словам главы государства, во многих паспортах штампы прописок стоят по нескольким местам, но штампа выписки при этом нет. Это наталкивает на определенные мысли. И вот этот процесс должен быть закрыт. Если это касается деятельности отдельных лиц и выявить их, я думаю, это просто элементарно, то эти люди должны нести соответствующие наказания. Рауль Хаджимба обсудил сообщение Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления уголовного розыска МВД и ответного заявления МВД по данному вопросу. Чтобы было понимание, если мы не поймем, что нужно разбираться с конкретными личностями, которые допустили те или иные соответствующие нарушения по этим вопросам, любое изъятие вещественных доказательств должно правильно быть оформлено. Если кто-то нарушил, то это еще не значит, что должны возникать конфликты между структурами. Но, будьте добры, если это имеет место, если это действительно таким образом сложилось, это не только, говорится, достояние, говорится, там, отдельных людей должно быть. Это должно быть предметом судебного разбирательства. И это должно быть известно всему обществу. Вот тогда, когда все это выяснится. В целях усиления координации между силовыми ведомствами и усиления борьбы с криминалом глава государства ранее поручил Генеральному прокурору и Совету Безопасности взять под контроль возобновление деятельности координационного совещания руководителей правоохранительных органов. Как сообщил Зураб Ачба, Генеральная прокуратура уже приступила к составлению плана работы координационного совещания. Главе государства доложили о ходе расследования нападения на пожилых супругов и убийства одного из них в районе Маяка и двойного убийства в Гале. Да, это преступление раскрыто, но в скором времени пойдет в суд. То, что касается гальского дела, там тоже оно раскрыто. Человек, совершивший данное преступление, находится в розыске. Я недавно был в Гале, разговаривал со всеми оперативными сотрудниками. Они меня уверяют, что они проводят все необходимые розыскные мероприятия для того, чтобы он был задержан и предстал перед судом. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахи прокомментировал ход расследования преступления в районе Маяка. Там люди сутками не спали в течение 10 дней. В итоге результат налицо. Генеральный прокурор также сообщил, что преступление в Гале раскрыто. По его словам, человек, совершивший данное преступление, находится в розыске. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба провел расширенное заседание Совета безопасности по вопросу призыва в армию. Министр обороны Мираб Кишмария доложил президенту о работе по призыву граждан Абхазии на срочную военную службу. По его словам, за последние 10 лет план призыва был выполнен полностью лишь дважды. Как отмечается в докладе Министерства обороны Республики Абхазия, в первую очередь это связано с низким уровнем рождаемости, начиная с 1998 года. В докладе также отмечено, что
что законодательная база требует внесения определенных изменений. Так, в законе не указано, в каком случае гражданин может получить отсрочки по образованию. Обсуждался также вопрос осуществления косметического ремонта военкоматов. Президент поручил премьер-министру заложить средства для решения этого вопроса в бюджет следующего года. Вопросы незаконного строительства обсудили на площадке абхазского телевидения. В гостях у Рады Аргун природоохранный прокурор Денис Чанба, заместитель руководителя администрации президента Гиви Габния, депутат парламента Беслан Смыр и директор Института экологии Роман Бар. Передачу смотрите сразу после выпуска новостей. 8 мая объявлен выходным днем в целях рационального использования выходных и праздничных дней. Премьер-министр Беслан Барцец подписал распоряжение о переносе выходного дня. Таким образом, 6 мая, суббота, объявлен рабочим днем, 8 мая, понедельник, выходным. В Абхазии продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией 24 апреля. Больше всего от ветра пострадали 4 района – Гагарский, Сухумский, Ачамчирский и частично город Тхуарчал. Глава госкомпании Апснаргылара Тимур Ткибучава рассказал нашему телеканалу о проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать. В результате стихийного бедствия, произошедшего 23 апреля, в основном пострадали кровли зданий в Гагарском районе, в Тхуарчальском районе, в Ачимчирском районе, а также в городе Сухум. В тот же вечер под руководством премьер-министра Республики Абхазия нами был осуществлен объезд пострадавших зданий. На местах, там где это было возможно, нами были сооружены временные конструкции для того, чтобы минимизировать ущерб от урагана, то есть минимизировать ущерб от подтопления квартир или административных зданий. По поручению президента Республики Абхазия госкомпанией Апснаргылара ведется работа, она ведется совместно с местными администрациями. Значит, местные администрации нам дают информацию о пострадавших зданиях, и мы оперативно реагируем на эту ситуацию. Наши специалисты выезжают на места, составляют дефектные акты, проектно-сметную документацию. А в то же время хотелось бы отметить, что мы не ждем проектно-сметной документации и в данный момент ведем уже работы. Что касается города Сухум, по нашим данным, значит, у нас есть 2 дома на улице Назадзе, это 19А и 27, пострадавшие от урагана. В доме номер 19А уже работы закончены, в доме номер 27 по улице Назадзе ведутся работы. Они будут вестись непрерывно, и в ближайшее время мы их закончим. Что касается города Тхуарчал, там пострадало здание Дворца культуры. В данное время нашим подразделением Тхуарчалстрой ведутся и там работы. Значит, в ближайшую неделю, 10 дней, они также будут завершены. Что касается Гагарского района, данные к нам еще поступают. По мере поступления данных мы будем выезжать на место, оценивать ущерб и также заниматься восстановительными работами. То же самое касается и Ачимчирского района. Что касается вопросов финансирования, государство его осуществляет в полной мере. Начало курортового сезона уже не за горами. Новоафонская пещера готовится к летнему приему туристов. Более того, руководство туристического объекта объявило, что в майские праздничные дни пещера будет работать без выходных. Новый Афон всегда привлекал туристов со всего мира. В курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Со дня ее открытия прошло немалых 40 лет. За эти годы пещерный комплекс посетили сотни тысяч людей. Очередь у кассы и билеты в руках. Ну а дальше прямая дорога в неизведанный подземный мир. Попасть в этот мир можно на недавно приобретенном комфортабельном электропоезде. Также более месяца назад здесь появилась совершенно новая и уникальная техника. Теперь попасть в эту пещеру можно только через эти проходы. Человек подходит в кассу непосредственно и приобретает билет. Билет прямо на месте печатается, выдается определенное время и штрих-код. По этому штрих-коду человек подходит и подносит его сюда. Вот здесь загораются зеленые лампочки, он проходит. Сейчас это просто старый билет. Все оборудование новое, как бы было привезено с Питера. Приезжали сами установщики, устанавливали все.
Ну, как бы для нас это все новое, не только для нас и вообще для республики, потому что аналога как бы в Абхазии пока нет. Вся система налаживается потихоньку и надеемся, что к началу сезона все будет работать так, как нужно. Перед началом летнего сезона каждый год в пещере проводят профилактические работы. Проверяют все, от дорожек, по которым ходят туристы, до состояния электропоезда. Несколько лет назад было заменено освещение. Прежние лампы нагревали воздух, из-за чего могли погибнуть различные организмы, живущие в пещере. В этом году дирекция планирует установить камеры видеонаблюдения в самой пещере. В зимний период пещера работает всего несколько раз в неделю с 10 часов утра. В этом году до начала летнего сезона туристический объект уже посетили более 20 тысяч человек. В майские праздники пещера будет работать каждый день, без выходных. Ну, пещера будет работать, как обычно, в мае мы делаем изменения в графике. Работать начинаем с 1 мая по 10-11, там будет видно по ситуации, как бы каждый день, чтобы ни один турист не получилось так, чтобы не смог посетить пещеру вот в эти выходные праздничные дни. Будем делать максимально все, чтобы им было комфортно здесь отдохнуть, увидеть нашу пещеру, порадоваться увиденному. Впереди у руководства пещеры большие планы. Необходимо провести ремонт внутри административного здания, перестроить продовольственный рынок, который находится перед пещерой, решить проблемы с парковкой. Поставили перед собой задачи, которые на самом деле будут отражаться на экологическом состоянии пещеры. Это первым долгом. Мы будем устанавливать оборудование. Облагораживанию ситуации у нас идет замена перил внутри пещеры. Это около 1500 метров, даже больше там получается. У нас производится замена шпал, постоянно уход за железнодорожным полотном, за поездом. Работы у нас очень серьезные, большие, то есть одним днем, который невозможно провести. Тут же мы хотим сейчас облагородить территорию вокруг пещеры. До начала летнего сезона осталось совсем немного времени. Этот уникальный по своей природе объект готов принимать и радовать туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хоть раз, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. «Волки и овцы» Островского, «Три сестры» Чехова, «Княжна Мария» по мотивам романа «Война и мир» Толстого и спектакль о родителях детей с проблемами развития «Особые люди» будут поставлены в Русском театре драмы. В рамках нового театрального проекта «Шедевры московской сцены» абхазский зритель сможет увидеть лучшие постановки Московского театра на Малой Бронной. О культурном анонсе рассказал генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хиндпа. Для всех любителей театра есть отличная новость. Уже в июне русская классика в исполнении московских актеров будет поставлена на сцене Русдрама. Новый театральный проект стартует 26 июня. В течение 4 дней пройдут постановки 4 известных спектаклей: «Волки и овцы» Островского, «Три сестры» Чехова, «Княжна Мария» по мотивам романа «Война и мир» Толстого и спектакль о родителях детей с проблемами развития «Особые люди». Ираклий Хиндпа убежден, что гастроли в Абхазии Московского театра на Малой Бронной под руководством Сергея Голомазова станут большим событием в культурной жизни нашей страны. 4 таких названия очень серьезных. И я убежден, конечно, что эти гастроли будут большим событием в нашей жизни, потому что на самом деле это беспрецедентный проект. Я объясню почему. Он реализуется за счет наших собственных возможностей. Это не российско-абхазский проект, он не является частью культурных сезонов Россия-Абхазия. Это проект нашего театра, который поддерживает компания «Мобайл», Министерство культуры, охраны историко-культурного наследия. И очень важно, что мы сами проявляем такую инициативу для того, чтобы в очередной раз подтвердить, что Абхазия – это не провинция культурная. Для большинства жителей Абхазии это уникальная возможность увидеть качественный московский театральный продукт. По словам министра культуры и историка культурного наследия Эльвира Арсалия, гастроли в Абхазии Московского театра помогут популяризации театра и обмену опытом между актерами. На это и направлена политика государства в области культуры, отметила Арсалия. Постоянно держать зрителя в поле таких театральных событий – это всегда сложно.
Но одна из задач театра – это не только формирование и создание и поддержка своего репертуара, но также его знакомить с другими театрами. И я уверена, что то мероприятие, которое вы планируете, оно очень интересное. Наш зритель будет иметь удивительную возможность здесь у себя дома познакомиться с чтением классики, как читают другие театры. Да? Продажа билетов официально откроется уже завтра. И цены весьма демократичны. 500 рублей обычный билет и VIP 2000. Билеты можно будет приобрести в кассах театра и во всех офисах сотовой компании «Амобайл». Наш зритель живет насыщенной культурной жизнью. Именно поэтому официальный партнер Русского театра драмы компания «Амобайл» поддерживает подобные проекты. Это интересный, значимый проект для нашего общества в целом. И, соответственно, мы считаем необходимым быть рядом с театром, быть рядом с Министерством культуры. Вот этот проект, я считаю, что действительно это выход на новый уровень, это новая коммуникация как для зрителя, так и для труппы, так и для администрации театра. Я вижу в этом массу положительных моментов. Театр на Малой Бронной считается одним из лучших театров российской столицы. Он входит в десятку наиболее посещаемых театральных площадок. С 2007 года его руководителем является Сергей Голомазов, который постоянно совершенствует репертуар, стараясь сделать его интересным для современной публики. И, несомненно, игра актеров этого театра принесет массу положительных эмоций нашему привередливому зрителю. Сима Аргун, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Круглый стол на тему «Национальная безопасность» Республики Абхазия прошел в стенах Абхазского государственного университета. В основу обсуждения политических процессов, протекающих в мире, легло влияние НАТО на политику других стран, в частности Абхазии. Тему продолжат наши корреспонденты. Круглый стол был организован по инициативе 7-й российской военной базы, расположенной в Абхазии. Участники встречи отмечали, что политическая обстановка в мире неустойчива и вызывает тревогу. И молодое поколение Абхазии должно оценивать сложившиеся реалии. Речь шла и о роли Российской Федерации в обеспечении безопасности Республики Абхазия в контексте стратегического партнерства двух стран. У нас с Россией стратегический союз. Не стратегическое партнерство, как некоторые говорят, а стратегический союз. Потому что в случае внешней угрозы стороны выступать в защиту друг друга, так определено в нашем договоре. Поэтому здесь ситуация эта чрезвычайно опасная, и не только для этого региона, в частности и для нас. Вот недавно, буквально вчера, в Грузию приехал секретарь Совета Безопасности Турции, который встречался с премьер-министром, со всеми силовиками, у него 3-дневный визит. Вот, обсуждается вопрос взаимодействия 3 стран – Турции, Грузии и Азербайджана в контексте, значит, совместной деятельности, касающихся экономики, энергопоставок и в том числе и военной. Участники встречи отмечали, что тема круглого стола выбрана не случайно. Абхазия всегда находится в центре политических интриг Грузии, особенно сейчас, когда НАТО оказывает нашему восточному соседу открытую поддержку. Больше всего настораживает другое намерение. Насколько известно, Соединенные Штаты готовятся вроде бы открыть одну из военно-морских баз на территории Грузии. Это очень серьезный такой момент, который будет говорить о том, что красная линия она будет перейдена. И, естественно, Российская Федерация не сможет на это не реагировать. И прежде всего с этим связаны, я думаю, осложнения, которые сегодня происходят. И, в частности, не случайно, видимо, представители военных 7-й базы в Абхазии сегодня присутствует здесь. По словам представителя 7-й военной базы в Абхазии Андрея Колесникова, проведение подобных круглых столов необходимо для воспитания в студентах и старшеклассниках духа патриотизма. И хотелось бы, чтобы они поняли о том, что сейчас от них все зависит. На данном этапе опосредованно, то есть они могут выражать свое мнение на подобных мероприятиях. А в будущем, это наше будущее поколение, мы не будем говорить, оно плохое, хорошее, лучше, хуже, но это будущее поколение. Это самое важное.
Директор Центра стратегических исследований при президенте республики Олег Домени отметил, что общество абсолютно не готово к войне. Народ слишком увлечен внутренними распрями. Мы к войне в 1992 году были более готовы, чем сейчас. Тогда мы осознавали, тогда мы понимали, когда мы интересовались и больше работали. В случае чего будет война, что нам следует делать? Мы это обсуждали, это обсуждалось в нашем обществе тогда. Сегодня вот это вопрос, который сегодня выносится в нашем обществе, не обсуждается. Круглый стол длился более 2 часов, за время которых участники ответили на все вопросы студентов. На Алакове Давид Хашиг, Абхазское телевидение. 2-летняя Санель Ажиба нуждается в нашей помощи. Список диагнозов ужасает. Санель не может ходить. Ей жизненно необходима сложнейшая операция стоимостью 1 миллион 240 тысяч рублей. Дед бил, Неля сбилась. Папа била, Неля била. Мышка пробежала. Мышка махнула, мышка упала, Неля билась. Плачет. Дед, я плачу, папа. Все. Другое, непростое? Нет, не золотое, а простое. Молодец. После пересказа «Курочки Рябы» последовали стихи наизусть. Объективы фото и видеокамер совсем не смущают. Санель Ажиба с виду совершенно здоровый ребенок. Детское обаяние, добрая улыбка никак не выдают страшную трагедию девочки. 2 года по больницам, 4 сложнейшие операции, одна проблема, перерастающая в другую. Все это – сегодняшняя действительность маленькой девочки с удивительным именем Санель. В 3 месяца беременности мне поставили диагноз, что у моего ребенка будет гидроцефалия и спина бифида. Я не прервала беременность, ребенок родился, правда, с патологиями. Ее сразу же увезли на 2-й день после рождения в другой город, чтобы прооперировать там ее, в другую страну. И там ей буквально через неделю сделали операцию сперва на спинномозговую грыжу. То есть у нее была в открытой форме грыжа на позвоночнике. Ей сделали, прооперировали через неделю после ее рождения. А после еще там буквально прошло какое-то время, 10 дней, не больше, ей поставили шунт. Родители уже думали, что все беды позади, но спустя месяц после операции у девочки поднялась высокая температура. И снова операция. Санель сделали шунтирование, однако оно не прижилось. Последовало лечение, затем снова шунт и снова неудача, из-за которой со временем возникли проблемы с кишечником, который впоследствии также пришлось оперировать. Месяц назад опять поднялась высокая температура. Когда мы сдали анализы мочи, они оказались очень ужасными, у нее были очень повышенные лейкоциты, белки. И когда мы отправили этот анализ доктору в Москву, он сказал, что это ужасный анализ и необходимо срочно выехать, потому что у нее могут начать отекать почки, и это очень угрожало ее жизни, можно сказать. После очередного выезда московские врачи порекомендовали родителям Санель сделать МРТ спины. Оказалось, вся проблема в ней. МРТ показала, что ее позвоночник прилип, можно сказать, к ее спинному мозгу. Да, и необходимо их отделить, потому что пока это не сделаешь, у нее периодически будут такие проблемы. Вот несколько раз уже отекали почки, и
Если это допускать уже более 2-3 раз, то могут быть серьезные проблемы. Своими средствами мы не смогли потянуть эту операцию, поэтому мы обратились за помощью к вам, в фонд Ашана, чтобы вы нам помогли. По словам врачей, болезнь, если в срочном порядке не провести операцию, может привести к страшным последствиям. Однако после успешного проведения операции Санеляжба может быть полностью вылечена. Полное восстановление, есть такие шансы. Естественно, реабилитационный период займет какое-то определенное время. Это не сразу, конечно, после операции. Над этим ребенком очень надо долго и работать. Ну, есть такие шансы, да, что она будет ходить. Эта операция жизненно необходима сейчас, и эта операция, надеюсь, ей поможет. Родители девочки не отчаиваются и очень рассчитывают на нашу с вами поддержку. Сложнейшую операцию готов провести почетный врач-нейрохирург мира, профессор Эваладос Чеснулис. Стоимость оперативного лечения 1 миллион 240 тысяч рублей. Саид Барганджи, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. Услуга «Перенос баланса», благотворительность. Абоненты Амобайл и Аквафон могут перевести пожертвования на баланс фонда, набрав звездочка 147 звездочка, сумма перевода решетка, кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день. Или можно отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено. О других способах помощи вы можете узнать по телефону 773 50 50 или на сайте культурно-благотворительного фонда Ашана. Общегородской субботник был проведен в столице. Коммунальные службы столицы расчистили наиболее проблемные участки города от бытового мусора, а также устранили последствия урагана. Подробности у Саида Джарсалия. С утра работники коммунальных служб взялись очищать от бытового мусора и последствий урагана территорию возле Совмина, а также парковые зоны на набережной. В данном месте проводит работы администрация города, также проводятся работы по домоуправлениям. Каждое домоуправление в своем районе. Комитет по молодежи и спорта проводит сегодня субботник также на пляжной зоне от Михайловки до реки Басла. Ну, к сожалению, пока на данный момент, вот, насколько мы видим, незаметна такая активность граждан. Организаторы субботника постарались по максимуму охватить наиболее проблемные участки столицы. Несмотря на многочисленные объявления, жители Сухума в субботнике приняли пассивное участие. Думали, что сегодня жители города выйдут на расчистку территории, рядом станут с зеленым хозяйством, спецавтохозяйством. Но, как видите, расчищают только сотрудники администрации. Вот мы сегодня находимся на площади, жители смотрят с балконов, но, однако, ни один человек еще не спустился и не предложил свою помощь. Это очень обидно. Распоряжением главы администрации города Сухум был создан штаб по благоустройству, поддержанию санитарного состояния и подготовке города к летнему курортному сезону. В рамках работы штаба были запланированы общегородские субботники 7 и 26 апреля. 26 апреля работники столичной администрации призвали горожан, работников организаций и учреждений, а также студентов и школьников принять участие в общегородском субботнике. Саид Джарсалия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире.